Здравствуйте, это новости Татарстана, в студии Даяна Саитова. В год столетия ТССР мы продолжаем поиск событий в истории. В этот день, в 1926 году, в рабочем клубе «Заречье» была представлена опера «Сания». В 1942 году в Казани первую продукцию выпустил завод резинотехнических изделий «Квар». А в 1954 году с этого дня началась реабилитация жертв политических репрессий. Пик арестов по этой статье в ТССР пришелся на 1937-1938 года. В республике осуждено 10 тысяч человек, расстреляно около 3000. И мы возвращаемся к событиям этого дня. Сегодня вспоминать жертв блокадного Ленинграда и Холокоста. 125 граммов хлеба, дорога жизни и почти 900 страшных дней. Самое страшное, когда бабушка, которая половину своей пайки в 125 грамм отламывала и мне давала. О воспоминаниях блокадников, которыми порой не хочется делиться. Вероника Гайнудзинова. Диалоги о дворах. Постарайтесь за эти дни, на самом деле, перестроить наш мозг. Как хотят преобразить республику, узнал Дмитрий Аринин. 24 тысячи обращений. Дорогу-то засыпали за свой счет. Щебень. Да, и на второй день он провалился. Какие жалобы в народный контроль уже вышли в лидеры, расскажет Юлия Муратова. В республике наступила цифровая эпоха. Наш большой московский вам рахмат. О новых проектах, вызовах и задачах инновационной сферы. Зарина Ахметова. Сегодня особенная дата в истории нашей страны. Ровно 76 лет со дня снятия блокады Ленинграда. Город, который стал символом мужества советского народа. Город, который пережил 900 страшных дней и ночей. Город, который потерял до миллиона жителей. Сегодня жертв вспоминают по всей стране. В Казани к памятнику жителям блокадного Ленинграда весь день несли цветы. За эти секунды в памяти проносятся страшные дни блокады. Минута молчания у памятника в Дербышках. Казанский поселок из Ленинграда был эвакуирован оптико-механический завод. Доставили тех, кого удалось вывести из блокадного города. В руках сегодня не только цветы, но и главный символ жизни и надежды блокадного Ленинграда. 125 и ни грамма больше, а от них не оставалось и крошки. О тех страшных днях сегодня напоминает и кусочек блокадного хлеба. Бабушка Марфа, дед Никита, они меня спасли. Фотографию бабушки Николай Карпенко бережно хранит. Ему было всего 6, когда вокруг Ленинграда сомкнулось кольцо блокады. Но в память маленького ребенка навсегда врезались трагические моменты, изменившие жизнь. Самое страшное, когда бабушка, которая половину своей пайки в 125 грамм отламывала и мне давала, она умерла 10 апреля. И мы с дедом хоронили ее на саночках. Везли по булыжнику. Татьяне Бондаренко было 4 года, когда она с мамой из города Пушкин бежали в Ленинград. В Ленинграде жила мамина сестра, и вот они там вместе жили. И вот у сестры тоже умер муж, и она даже его не хоронила, чтобы вот часточку лишнюю получить. Отец 1 год выдержал блокады, а потом пришел последний раз с завода, где работал, и говорит: все, Шурочка, больше не могу. И умер. Есть не буду, все оставь детям. Эти 900 дней навсегда выбиты у каждого блокадника в сердце. Их в нашей республике сегодня 152 человека. Вероника Гайнудзинова, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Так совпало, сегодня во всем мире вспоминают жертв Холокоста. Именно в этот день, в 1945 году, советская армия освободила крупнейший нацистский концлагерь Освенцим. Там была убита 5-я часть всех жертв страшного геноцида. Трагедия через искусство, священное писание и поколение. В Казани этой дате посвятили специальную выставку и спектакль. Кто-то пытается восстановить сюжет в воображении, а кто-то в собственной памяти. Александру Брехману было 4 года. В Могилев-Подольское гетто его забрали с матерью. Ее сослуживцы помогли организовать побег. Но от прошлого не убежать. Я сам в прошлом узник концлагеря и гетто. Поэтому я пришел сюда, чтобы вспомнить всех тех, кто остался там навсегда.
Лилия Ратнер – московский художник-иллюстратор. Серия рисунков «Пророки» посвящена эпизодам из Ветхого Завета. В цикле «Холокост» библейские пророки попадают в концлагерь. Иакову снится спасение ангелов в робах, Моисей встречается с узниками по дороге в лагерь, а любовь из песней заканчивается смертью среди виселиц. Лилия Николаевна еще дошла до самой главной мысли о том, что жертву приносит это избранная часть народа. И тогда уже не страшно ничего, потому что этот народ тоже воскреснет. Он приносит искупительную жертву за всех. Еще один способ погрузиться в историю – спектакль «Мальчики» по роману ирландского писателя Джона Бойна. Дружба немецкого мальчика Бруно и 9-летнего заложника Освенцима Шмуэля заканчивается трагедией. Пригласил своих внучку и ее подружку, чтобы посмотреть, что такое Холокост. А то это они не знают. Такие мероприятия нужно больше показывать нашим школьникам и нашему подрастающему поколению, я имею в виду студентов, потому что они по-другому совсем относятся к нашей жизни, немножко пренебрежительно. Актеры, дети. Спектакль заканчивается словами «Такое не повторится ни в наше время». Жертвами Холокоста стали более 6 миллионов человек. Ленар Гинатуллин, Лилия Кашфарова, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Переходим к другим темам. Весь мир в эти дни следит за ситуацией, которая разворачивается в Китае в связи со вспышкой коронавируса. Сегодня президент Рустам Минниханов поручил информировать татарстанцев о том, какие противоэпидемические меры предпринимаются в республике. Чтобы не допустить опасный вирус в Татарстан, в аэропорту Казань и Бегишево идет двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов Китая. Уже досмотрен 181 рейс. Роспотребнадзор просит не планировать поездки в КНР. Если все-таки поехали, чаще мыть руки, не посещать рынки, где продаются животные и морепродукты. Не ходить в зоопарки, употреблять сваренные продукты, использовать маски. При первых признаках заболевания не допускать самолечения, обращаться за медпомощью. И сегодня в аэропорту Казани объявили, заказчик приостанавливает рейсы в китайский город Санья. Сейчас туроператор осуществляет только вывоз туристов согласно расписанию полетов. Последний рейс запланирован на 4 февраля. Начиная с 27 января 2020 года приостановлена отправка туристов в Китайскую Народную Республику. В настоящее время осуществляется только вывоз туристов в плановом режиме в соответствии с расписанием полетов. Последний вывозной рейс из аэропорта Санья в Казань запланирован на 4 февраля. Это больше, чем просто поставить новые лавочки и положить асфальт. Сегодня в Казани стартовал недельный семинар-воркшоп. Специалистам предстоит обсудить и научиться, как лучше воплотить в жизнь программу «Наш двор». На мозговой штурм приехал и президент. Какой вектор для раздумий он задал, представит Дмитрий Аринин. Постарайтесь за эти дни, на самом деле, перестроить наш мозг по отношению к дворам. Так за дворы в Татарстане готовы взяться не просто капитально, а креативно. Еще в прошлом году жители республики на собраниях и в анкетах высказали свои пожелания. Теперь дело за специалистами. Нужно разработать конкретные проекты. Тема совершенно новая. У нас есть, конечно, некий опыт. Прийти, асфальт сделать там, скамейки поставить. А наши граждане ожидают много от программы такого масштаба. Это, наверное, самая крупная программа. Президент страны Владимир Владимирович Путин четко, ясно поставил перед нами задачу качества жизни. И если среда твоего обитания, где ты живешь, не будет соответствовать тем параметрам современного европейского города, населенного пункта, значит, мы плохо работаем. За 3 года в республике планируют обновить все 7 тысяч дворов. На это выделяется 50 миллиардов рублей. Сегодня на встрече главы районов делились своими планами на благоустройство. Так в Альметьевске решили применить квартальный подход. Внутри квартала мы не создаем в каждом дворе однотипные, одинаковые условия. А мы делаем объединенные площадки. То есть, допустим, спортивные активности предлагается сделать в одном месте. Для, например, экстремальных видов спорта сделать в другом месте. В Нижнекамске собираются продолжить обсуждение с жителями. Весной мы планируем провести 3-й этап встреч, когда придем снова во дворы и где жители будут утверждать дизайн проекта благоустройства своего двора. В рамках 3-х встреч мы планируем обсудить с жителями также возможность их участия в самообложении для реализации тех идей и инициатив, которые не вошли в параметры
параметры программы «Наш двор». Воркшоп в Казани будет длиться до конца этой недели. Итогом должны стать проекты, которые будут как типовыми, так и индивидуальными для каждого двора. Как отметил Рустам Минниханов, жители республики должны участвовать во всех этапах формирования комфортной среды. Дмитрий Айрин, Давид Абдулин, ТНВ, Казань. И всю эту большую программу теперь реализовать придется команде Минстроя во главе с новым руководителем Фаридом Ханифовым. Сегодня его Алексей Песошин представил коллективу. Напомним, на прошлой неделе в связи с кадровыми изменениями на федеральном уровне Ирик Файзулин получил должность первого заместителя министра строительства России. Мне сегодня легко представлять, да, то есть, потому что вы все знаете, как Ирик Анварович, так и Фарид Мударич. Что пожелать? Пожелать, Ирик Анварович правильно сказал, раскачиваться некогда, только вперед. Фарид Мударич. Новому министру строительства 59 лет, он родом из Набережных Челнов. Ранее Фарид Ханифов работал в администрации Елабуги, был замом в Минстрой Республики, а до своего назначения возглавлял казанский филиал главгосэкспертизы России. Я понимаю всю долю ответственности, которую взял на себя, то большое глубокое доверие, которое нам оказал президент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич. Нам с вами вместе продолжать ту работу, поступательную работу нашего министерства, нашей отрасли. Перед тем, как отправиться на новое место работы в Москву, Ирик Файзулин побывал на всех главных строительных площадках Казани. Здесь он показал президенту Рустаму Минниханову и новому министру Фариду Ханифову, на какой стадии находятся объекты. Будет обход по кругу, круговой обход и витражный с этой стороны и с этой стороны. Так по проекту будет выглядеть здание Национальной библиотеки. После реконструкции в НКЦ «Казань» появятся читальные залы, открытые мастерские и кабинеты для мастер-классов. В будущее культурного центра заглянул и Рустам Минниханов. Президент предложил специалистам свои идеи, например, использовать при отделке элементы татарского орнамента. Здесь классическая библиотека. С той стороны современная библиотека. В этом году на улице Назиба Жиганова появится школа на 1224 места. И она решит проблему с двухсменным обучением детей. 100 метров станции будет построить с той стороны. Разработка котлована и монтаж тоннеля. Рустам Минниханов осмотрел и площадку строительства станции метро Сахарова. По словам директора Казметростроя, вторая линия будет состоять из 12 станций. Она соединит 5 районов города. Работы ведутся в несколько этапов. Длина первого участка составляет более 5 километров и включает 4 станции. Параллельно рабочие готовят территории для других остановок. К юбилею ТАССР в Казани откроют первый этап Большого Казанского кольца. Рустаму Минниханову рассказали, как идет строительство участка от Медхада Булатова до Борисковской. Протяженность четырехполосной дороги 800 метров. Здесь же должен появиться путепровод над Фермерским шоссе и подземный пешеходный переход. Побывал Рустам Минниханов и на строящейся канализационной насосной станции «Заречная». Президенту рассказали, работы ведутся в условиях осложненных гидрогеологических процессов. Запустить станцию собираются в этом году. Это позволит обеспечить прием и транспортировку сточных вод северной части города, а еще даст возможность построить дополнительно до 12 миллионов квадратных метров жилья. Пятиэтажки тоже будут панельные, да? Нет, будет. Да, панельные наши дома. Салават Купыре продолжает разрастаться. Сегодня строят еще 8 домов на 2427 квартир. Ход работ Рустам Минниханов обсудил с главой ГЖФ и подрядчиками. Они рассказали, в микрорайоне появится школа на 1224 места. В планах 2 новых детских сада. Радик Фархулин, Зарина Ахметова, Сергей Кузьмин, ТНВ Казань. Татарстан обогнал остальные регионы России по созданию рабочих мест в IT-сфере. Данные озвучили сегодня на итоговой коллегии Минцифры Республики. В лидерах Татарстан и по переходу на цифру. Однако в 22 селах республики до сих пор нет мобильной связи. Есть проблемы и с кибербезопасностью. Какие задачи инновационной сфере поставил президент Татарстана, знает Зарина Ахметова. Будущее наступило. Вот так новые технологии могут переместить нас из Казани в Челны на завод КАМАЗа. С помощью сети 5G и очков виртуальной реальности можно посмотреть, как работают предприятия и прогуляться по цехам. И это только часть возможностей, которые дает проект МТС и Эриксон. Частная промышленная сеть 5G для завода КАМАЗ позволяет вести видеонаблюдение. Групповую связь обеспечивает надежность, безопасность работы предприятия. Эта сеть не подвержена коммерческому трафику, не подвержена влиянию
влиянию коммерческих сетей. И это крайне важная история, потому что все мы на сегодняшний день говорим в первую очередь об информационной безопасности. А это еще один проект МТС и Ericsson. Первая в России умная опора Smart City Pole находится в Иннополисе. Внутри мачты оборудование базовой станции 5G, точка доступа Wi-Fi, видеомониторы, камеры, датчики и сенсоры, которые ведут экологический мониторинг территории и помогают водителям найти свободное парковочное место. С этого года такие опоры появятся в городах-миллионниках страны. Это эффективное, экологичное и гармоничное решение для городской среды. Помимо базовой функции связи, Smart City Pole обеспечивает инновационные основу для развития и запуска других приложений. Сегодня республика – пилотный регион по внедрению сети 5G. 19 новых компаний стали резидентами Иннополиса. В IT-сфере работает более 40 тысяч специалистов. Одна из основных задач – перевод услуг в цифру. Кроме того, в 2024 году в Татарстане появится 25 новых федеральных сервисов. Один из них уже работает. С конца прошлого года уже доступен в пилотном режиме для жителей республики первый из 25 суперсервисов – Европротокол онлайн. Дополнительно к 25 цифровым сервисам, сгруппированных по жизненным ситуациям, в Республике Татарстан в текущем году будет реализовано 7 мобильных и платформенных суперсервисов. Усилить меры кибербезопасности. Такую задачу Айрат Харулин поставил Центру информационных технологий. Это связано с хакерской атакой на портал госуслуг. В этой связи прошу от нового руководителя Центра информационных технологий в соответствии с принятым антикризисным планом неукоснительно предпринять и обеспечить дополнительные меры защиты информации по всем 70 информационным системам, которые размещаются в Республиканском центре обработки данных. Большой московский вам рахмат. По итогам Татарстан обогнал остальные регионы России по созданию рабочих мест в IT-сфере в 2 раза. В числе лидеров республика оказалась при переходе на цифру. Когда на заседании правительства подводились итоги по переходу на цифру, Татарстан был назван среди отличников и лидеров в этом вопросе. Был назван заслуженно, потому что степень и уровень подготовки, они были выше всяких похвал. Есть и проблема. В 22 селах республики до сих пор нет мобильной связи. Президент Татарстана отметил, для города и села должны быть равные возможности. Кроме того, Рустам Минниханов поручил навести порядок в информационных системах. В республике разработано более 170 информационных систем, только 55 из них числятся на балансе министерств и ведомств. При этом в разных системах одни и те же данные могут учитываться по нескольку раз. Информатизация и информация разрозненная и несогласованная. Президент Татарстана поручил: необходимо продолжать развивать МФЦ, обеспечить быстрый процесс приема заявлений от граждан, отказаться от курьеров и бумажного оборота. Так, в этом году в многофункциональных центрах планируют установить криптокабины для выдачи загранпаспортов с биометрией. Зарина Ахметова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Народный контроль в помощи и строителям, и дорожникам. Обращения подскажут, куда еще не дошла их рука и асфальтовый каток. В Казани одна из главных причин жалоб – дороги. Это показал портал. Почему удается решать только 70% заявок, спросила Юлия Муратова. Везде яма. Он на той стороне, там вообще ездить невозможно. Там полКамаза ушла сразу. Такие ямы прямо по центральной улице поселка Салмачи. Их глубину сейчас не измеришь из-за снега. По словам местных жителей, в ловушку ям попадают даже внедорожники. А в пробках на выезд в город приходится стоять часами. Тут утром и вечером лучше не появляться. В 5:30 утра народ выезжает, потому что если останется на 6:30, там уже на 2 часа. Щебень рассыпали, все, засыпали ямы, более-менее стал. Засыпали здесь ямы не дорожные службы, а сами жители. Фотографии уже в соцсетях. У одних нашла щебенку, у других газели лопаты. Параллельно жители пишут в администрацию и народный контроль. Просто ужасное состояние дороги. Там ведь еще автобусы ездят. Ямы очень аварийно опасные. Вопрос народный контроль взял в обработку. Срок июнь. В марте прошлого года на въезде в поселок дорога все же была отремонтирована. Тогда заявку поддержали более 600 человек. Пробок на этом участке стало меньше.
То есть дорога широкая, хорошая стала. Жалобы на дороги в лидерах обращений в народный контроль. По просьбам горожан в прошлом году отремонтировали их на улицах Зорги, Красной позиции, Карьерной и Мамадышском тракте. В топе обращений благоустройство территорий. Так, по просьбе казанцев экопарки Харовой отремонтировали детскую площадку, а на улице Калинина наладили освещение. Из всех полученных заявок решено более 70. Растущее число обращений говорит о том, что есть результативная обратная связь. Люди видят, что все эти каналы работают и потому обращаются. Мотивированные отказы, как правило, бывают в тех заявках, когда люди, например, просят установить светофор, а совместное комиссионное решение говорит о том, что светофор здесь нецелесообразен, либо вследствие незагруженности дорог, либо установка светофора может привести к более серьезным ситуациям. Обратиться в народный контроль можно через портал госуслуг. Там же можно отследить статус заявления. Юлия Муратова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Год Павла Лоханова. Работой фонда соцстрахов главной общественной организации инвалидов довольны, но у самих инвалидов вопросы остались. Какие, читайте в интернет-газете «Реальное время». Это новости Татарстана, и смотрите далее. Нет фальшивкам, да напиткам. Недопущение реализации без акцизной продукции. В Татарстане начнут маркировать пивные кеги. Для чего и каких еще нововведений ждать на алкогольном рынке республики? Об этом Рамиль Шайдуллин. Когда после чемпионата мира по футболу индустрия не рухнула. Они свое гостеприимство подняли на такой высокий уровень, что люди хотят к ним ехать. За счет чего в Татарстане удалось добиться рекордной посещаемости туристов, узнал Сергей Хайдаров. На прямой связи Дмитрий Медведев. Сегодня председатель «Единой России» провел заседание Бюро Совета партии по видеосвязи. Принял участие Рустам Минниханов. Обсуждали участие единороссов в реализации послания Владимира Путина. Партия поддерживает курс президента, сказал Дмитрий Медведев. И отметил, «Единая Россия» должна объективно оценивать работу нового правительства. С руководством компании МТС сегодня встретился премьер Алексей Песошин. Обсуждали вопросы, связанные с дальнейшим развитием компании на территории республики. Так, речь шла о строительстве дополнительных базовых станций. Татарстан сократил энергетический дефицит почти на 4%. Об этом сегодня стало известно на заседании Совета директоров Татэнергосбыта. Провел его премьер Алексей Песошин. Потребители просрочили компании почти 280 миллионов рублей платежей. При этом за прошлый год расчетный центр Татэнергосбыта собрал 40 миллиардов. 60% из них за коммунальные услуги. Пить или не пить? Татарстан станет пилотным регионом страны, где на кеге разливного пива будут ставить специальные марки, чтобы не допустить подделок. Как еще собираются приручить зеленого змея, выслушал Рамиль Шайдуллин. На кадрах трехлетней давности пивная на одной из челнинских остановок. Нестационарный объект работал, несмотря на нарушение закона. Я здесь работаю, я пиво не привожу, лицензии не получаю, логично? За годы ситуация поменялась. К так называемым пивбарам претензий почти нет. Закон нарушает точки продаж, реализуя спиртное в неположенное время. И производители контрафакта. За год от их продукции пострадали 563 человека. Принять действенные меры. Особенно посмотреть те районы, где мы имеем кратный рост, даже в отличие от всей территории республики. В Балтасинском и Черемшанском районах смертей от отравлений стало больше в 4 раза. В Алексеевском, Бугульминском, Дрожжановском, Тукаевском и Высокогорском районах вдвое. Люди травились подделками водки, рома, коктейлей и пива из воды и этилового спирта. Речь почти о 9000 литров нелегального алкоголя. Значительная часть забракованной продукции представляет собой смесь воды, этилового спирта, органических растворителей. Теперь легальный алкоголь будут защищать тщательнее. Кто-то может и не знать, что поставляет разливное пиво вот в таких вот бочонках на языке пивоваров, называемых кегами. Пиво здесь надежно запечатано, его нельзя просто так открыть. Но даже так, пиво подделывают. В республике намерены с этим бороться, начать маркировать кеги. На данный момент создана рабочая группа на базе Республиканского комитета по алкоголю, да, и мы включим своих специалистов, и после этого будет уже определена техника, технология, процесс. Татарстан станет пилотным регионом России, где внедрят эти новые методы защиты. Маркировка поможет гарантировать весь путь пива от завода и до магазина. Рамиль Шайдуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань.
Тренд на самобытные фестивали в районах и новый рекорд посещаемости туристов в целом. Только в прошлом году нашу республику посетили 3 миллиона 600 тысяч человек. Это на 200 тысяч больше, чем в 2018-м. Но тогда Казань принимала чемпионат мира по футболу. Почему ждали обвала индустрии, за счет чего случился туристический наплыв, расскажет Сергей Хайдаров. Во всем умиротворение и покой, гармонию, любовь увозишь ты с собой. Ему посвящают красивые стихи и даже пишут картины. Причем делают это школьники. Эти ребята победили в конкурсе, посвященном Свияжску. Лучшие отправились в путешествие по острову. Татарские костюмы, все орнаменты, все очень красивые дома. Все новые фишки татарстанского туризма Сергей Иванов показывает первому вице-премьеру. Одежда, приложения, проекты должны делать бренд Visit of Tatarstan узнаваемым во всем мире. Санифест, Великий Болгар, Свияжская уха, Кукмурские валенки. Все они, словно магнит, притягивают туристов из соседних регионов. С прошлого года комитет начал софинансировать такие инициативы. Всего к нам поступило 26 заявок из Казани и 8 из муниципальных районов республики на общую сумму более 28 миллионов рублей. В конкурсной комиссии было поддержано 9 проектов на общую сумму 5 миллионов рублей. Представителей сферы туризма, как они сами говорят, потряхивало после нашумевшего чемпионата по футболу в 2018-м. Тогда к нам приехали 3 миллиона 400 тысяч туристов. Специалисты прогнозировали обвал на следующий год, но цифры продолжали расти. В прошлом году и без Мундиаля к нам приехали еще больше. Доход 28 миллиардов рублей. Если составить среднестатистический портрет туриста Казани, то можно выяснить, что это женщина, ей от 34 до 44 лет. Она живет здесь неделю и приехала, скорее всего, на поезде, но готова потратить за все время пребывания около 22 тысяч рублей. Еще больше вовлечь в туризм школьников и студентов, а также придумывать самобытные праздники. Взять курс на событийный туризм предложил первый вице-премьер. Задача уделить внимание не люксу, а туристу со средним чеком. Потому что, во-первых, таких людей больше. Во-вторых, вот Владимир Викторович правильно сказал, есть особо массовые сейчас молодежь ездит. Это люди, может быть, пока не богатые, но активные. Активно к нам начали приезжать из Италии, Индии, Турции, Германии и Китая. Пассажиропоток каждый год растет в среднем на 9-10%. Сергей Хайдаров, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Еще больше новостей в наших соцсетях ВКонтакте, Инстаграм. Сейчас прогноз погоды. До встречи. КАНАВТО на Минской возобновляет госпрограмму «Первый и семейный автомобиль». Обменяйте свой автомобиль на новую «Лада» с выгодой до 155 тысяч 90 рублей. Особые условия на автомобиле «Лада» с ПТС 2019 года. КАНАВТО 512 12 12. Васильевский шифаханасына юл тотабыз. Саф һава, туклыклы ризык, күп төрле дәвалау алымнары. Тәүлегенә нибары 1490 сумнан. Барлык номерларга да 20% ташламалар. Вы еще не слышали? Ипотека от 1%. Квартиры Акбарс Development. Звони сейчас. Телефон в Казани 295 77 77. Санаторий «Крутушка» предлагает активный и полезный отдых для всей семьи. Комплексное лечение со скидкой до 35%. 202 30 33. Здравствуйте! В студии София Егорова. В ближайшие сутки в республике ожидаются морозы, каких не наблюдалось с начала зимы. Подробнее после полезной информации. Хотите новый шкаф-купе? Качественно, в срок, да еще и со скидкой 20%. Звоните в Данил Мастер 2 167 166 или приходите в Казань, Восстание 23. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах и Азнакаево ожидается облачный день, без существенных осадков. Значительно похолодает, минус 16 днем, к вечеру до минус 20. В Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге местами снег. Температурный фон понизится, особенно в ночные часы, до минус 21.
В Агрызе, Менделеевске, Актаныше облачно, небольшой снег. Холодно, 18-19 градусов ниже 0. В Арске, Кукмаре, Балтаси облачно, небольшой снег, минус 17-18. В Болгаре, Дрожжином, Буинске облачная погода, небольшой снег, будет не так холодно, до минус 13. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше без существенных осадков. Значительно станет холоднее днем, минус 16-18 градусов. Жилой комплекс «Грин» от финского застройщика. 10 минут от проспекта Победы в Советском районе. Хорошая экология и чистый воздух. Квартиры от 2,5 миллионов. Звоните в ЮИТ 233 03 03. Мечты сбываются. Своя квартира от 2,5 миллионов рублей. Жилой комплекс «Грин» от ЮЭТ. 5 минут до остановки Академия правосудия в Советском районе Казани. Звоните 233 03 03. В предстоящие сутки в столице Татарстана будет облачно, без существенных осадков. Днем столбики термометров опустятся до отметки минус 14 градусов. Ветер юго-восточный слабый. Атмосферное давление повысится и составит 761 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 81%. В магнитном поле Земли без значительных колебаний. На дорогах сильная гололедица. На этом наш выпуск завершен. Одевайтесь теплее и будьте здоровы. До свидания.